Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Время на исходе. В Якутске продолжается ремонт дорог. Сроки поджимают. Как обстоят дела на сегодня? Помощь мусорной проблеме. Регоператору Якутской кассете передали новую спецтехнику от МинЖКХ. Позволит ли это содержать город в чистоте? Осторожно, мошенники! Сколько якутян стали жертвами обмана с начала этого года и по какой схеме люди чаще всего попадаются на уловки таких преступников? Подробный разбор темы. Золотая осень 2019. Лучшие сельхозпроизводители Якутии представляют свою продукцию на крупной московской выставке. Памяти легендарного тренера. К памятнику Дмитрия Коркина возложили цветы спортивной общественности, участники грядущего большого турнира. И коротко о главном. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. В Якутске из-за выпавшего снега и гололеда было местами парализовано движение транспорта. Заторы наблюдаются даже сейчас не только на центральных улицах, но и на окраине города. К примеру, на улице Автодорожная помимо гололеда затруднило движение автотранспорта ДТП. По данным, за прошедшие сутки из-за выпавшего обильного снега в столице зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом без пострадавших. Из них половина аварий – это несоблюдение водителями дистанции. В связи с этим все участники дорожного движения должны быть предельно аккуратными и внимательными на дороге в этот период, а пешеходы должны переходить дорогу только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в своей безопасности. До завершения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Якутске остается 3 недели. Подрядчики говорят, что работы завершат в срок и вовремя. А как обстоят дела на самом деле? Репортаж нашего корреспондента Сусанны Рожиной. Подрядчики приступили к работам лишь 15 июля, так как городская администрация поздно провела тендер на дорожные работы. И за 3 с небольшим месяца подрядчикам необходимо было провести капитальный ремонт на 25 километрах дорог, более 20 улиц и 3 мостовых перехода. Нельзя было говорить, что в прошлом году в это время было известно, что город будет участвовать в БКАДе. Поэтому это все стало известно ближе к концу года. Исходя из тех реалий, в которых нужно потратить время на проектирование, на прохождение экспертизы, я считаю, что город сделал максимально все, что мог сделать быстро. Но сейчас уже октябрь, снег, слякоть, и чтобы успеть в сроки не подвести заказчиков и республику, подрядчики продолжают работу, несмотря на плохие погодные условия. Когда вы там закончите на Сыром Малом? Мы на этой неделе до конца, наверное, воскресенья там уже положим асфальт. Конечно, есть большие риски, что качество нового полотна не будет соответствовать требованиям и на следующий год придет в негодность. Но гарантийный срок по договору 5 лет, и в течение этого времени подрядчик за свой счет обязан проводить ремонт и содержание новых дорог. Есть гарантийный срок, в соответствии с которым подрядчик должен устранить замечания. Но судя по тому, как сегодня работы выполняются, наверняка такие объемы будут в следующем году. Асфальтирование ведется на Ларионова. Обещают закончить к 18 октября. Установка бордюров на Хатангюдасском шоссе в течение недели. По бордюрам, по Хатангюдаску все начали усилить. 12 человек сегодня добавились подрядчики. И в понедельник еще 10 человек на плитке. С августа месяца. 21 августа мы начали работать, и вот уже сколько месяцев работаем, стараемся. А у нас из 7-6 бригад уже одна осталась, только мы одни работаем. Позиция руководства республики понятна. Если подрядчик не уложится в срок, то с ним на будущий год будет расторгнут договор. И никто не позволит сорвать национальный проект. Да, мы можем по объектам, которые финансируются только за счет регионального бюджета и местного бюджета, есть ряд объектов, расторгнуть
контракты, тогда у нас автоматически подрядчики становятся недобросовестными. Всего из консолидированного бюджета Якутску было выделено 1,5 миллиарда рублей на реализацию национального проекта, 60 миллионов рублей на 1 километр новых дорог столицы. Насколько хорошо Якутск освоил эти деньги, будет видно по весне. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Якутск. У жителей России будет возможность следить за качеством автомобильных дорог. Теперь можно пожаловаться на неудовлетворительное состояние дорожного полотна с помощью нового сервиса на портале Госуслуг. Он заработает с 1 декабря этого года, но только в тестовом режиме. В Федерации автовладельцев России отметили пользу нового сервиса. Навигационный сезон на реках Якутии практически завершен. Завтра последнее судно с грузом зайдет на реку Лену. За весь период навигации для нужд жизнеобеспечения республики доставлено более 1 миллиона тонн грузов. Это 98% от общего объема. Отгружено более 100%, осталось отгрузить еще 13 тысяч тонн продукции производственно-технического назначения и уголь для нужд Сургутнефтегаза и прочим предприятиям в Алекминском районе. По остальным рекам отгрузка завершена в полном объеме. А на реке Индигирка из-за мелководья встала баржа с объемом нефти порядка 1000 тонн. Сегодня там идет густая шуга. Сейчас решается вопрос о зимовке этого судна на случайном отстое, а также перевозке недоставленной нефти автозимникам. Последнее судно у нас перекат не смогло пройти. В 150 километрах ниже Белой горы он остановился. Но там распаузили, часть нефти выгружена и доставлена до Белой горы. У нас порядка 1000 тонн там останется на случайном отстое. Ну, будем решать эту проблему в зимник, то есть автомобильным транспортом завозить. Новую спецтехнику передало Министерство ЖКХ Республики региональному оператору в центральной зоне Якутской Кассете. Позволит ли это содержать теперь город в чистоте? Иван Лазаренко подробнее. Новая метла по-новому метет. Эта поговорка как ни кстати подходит рекоператору Якутской Кассете, где недавно произошли кадровые перестановки в руководстве. С приходом новой команды меняется не только стиль работы по уборке мусора, но и сотрудничество с партнерами. Будем проводить апробацию, в том числе вывоза мусора позвонково, то есть по определенному времени по частному сектору. Ведем плотную работу с окружной администрацией и разрабатываем дорожную карту, чтобы стабилизировать в целом график вывоза мусора. Министерство ЖКХ передало новую спецтехнику в количестве 4 мусоровозов региональному оператору. Идем к тому, чтобы рекоператор, который работает в центре, стал мощнее и работал лучше. С учетом новой техники в собственности Якутской Кассете 19 единиц техники. В Якутске бригады работают в 2 смены с 5 утра до 22 часов вечера. Одна машина собирает 60 баков. Это один рейс. А в день первый рейс они делают по 2 рейса. Появилась новая техника. У нас увеличивается количество баков. Раньше, например, они собирали 60 баков, сейчас они будут собирать 70-80 баков. Будем надеяться, что новое руководство Якутской Кассете и стиль его работы как в столице, так и в центральных районах позволит содержать территории в чистоте и будет меньше жалоб со стороны жителей. Иван Лазаренко, Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Сколько якутян стали жертвами мошенников с начала этого года и по какой схеме люди чаще всего попадаются на уловки преступников? Подробный разбор темы подготовил мой коллега Дмитрий Тымыров. В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа в стране выросло почти в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России. В первой половине 2019 года в производстве находилось 157 297 уголовных дел по статьям о мошенничестве. Из них зарегистрировано в первом полугодии
мелководье 105 681 дело. Рост составил 5,4% по сравнению с прошлым годом. Число дел, переданных в суд, уменьшилось на 5,8%. Количество дел, приостановленных по причине проблем с установлением обвиняемого, возросло на 6,3%. Лаборатория Касперского заказала опрос, чтобы узнать, какое количество жителей России сталкивалось с телефонным мошенничеством. Исследование провели в июне этого года, были опрошены 1000 человек. Выяснилось, что около 9% россиян теряли значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества. Кроме этого, 33% признали, что они или их близкие сталкивались с таким видом мошенничества. Отмечается, что для разбирательства в правоохранительные органы обращались лишь 4% респондентов. Как уточняют специалисты лаборатории Касперского, более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. 21% россиян сообщил, что никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. А вот 50% опрошенных не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер. У 17% респондентов есть специальное программное обеспечение для защиты от спама и мошенничества, а у 37% есть черные списки. По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос на 44% и составил 1 миллиард 400 тысяч рублей. Более 80% хищений денежных средств у клиентов банка производится с использованием методов социальной инженерии, когда мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, предлагающим услуги, или службы безопасности, которая якобы обнаружила подозрительную активность, подсчитали в Group IB. О том, что это самый распространенный тип атаки, говорят и в Центральном банке. Большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием с использованием методов социальной инженерии. По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 40 тысяч случаев телефонного мошенничества. На территории Якутии жертв по данному виду мошенничества с каждым годом только растет. Жертвами преступников ежегодно становится несколько десятков якутян. Только за 9 месяцев этого года было возбуждено 621 уголовных дел, связанных с дистанционным мошенничеством. В прошлом году было 358 преступлений. Мошенники не дремлят. Буквально на днях жертвой телефонных мошенников стал житель Хангаласского Улуса. Как отметили в местном отделении полиции, пожилой житель района лишился своих накоплений в размере 1 миллион рублей, которые хранил в одном из банков. Расскажите, пожалуйста, по какому поводу вы написали заявление 3 октября 2019 года? По поводу того, что меня обманули по телефону мошенники. Звонок поступил 2:30 дня, и они представились Федеральной службой безопасности Центрального банка. Что они вам сказали при этом? Они сказали, что готовится что-то криминальное, и нужно нам помочь поймать по горячим следам преступников. И что для этого они сказали вам сделать? Поэтому нужно перевести. Такой же звонок поступил из жительницы города Якутска. Но в отличие от жителя Хангаласского района, женщина не поддалась уловкам преступников. Молодой человек представился по фамилии, имени, отчеству. Хорошо помню, что Дмитрий Николаевич. Значит, и стал, меня расспрашивать. Мне вас надо идентифицировать. Значит, какая сумма у вас остатка, когда вы были последний раз в банке? Ну, когда я была последний раз в банке, я дату назвала точно, а про сумму остатка сказала, вы знаете, я не знаю. Он, тогда стал говорить, вот вы знаете, поступило, от вас тоже, есть 2 платежа, вот буквально в 13 с копейками, время назвал 2, и разрыв несколько минут на чужое имя. Вы не делали этого перевода? Я говорю, естественно, я не делала никакого перевода.
Хорошо, мы тогда блокируем. Если бы вы не ответили на мой звонок, значит, это бы через сутки ушло с вашего счета. Ну и дальше стал, значит, говорить о том, что в целях моей же безопасности нужно снять все денежные средства через банкомат. За время общения с мошенниками жительница Якутска успела доехать до центрального офиса банка и узнать, действительно ли по ту сторону телефона находится работник офиса. Информации в офисе не подтвердили. Женщина прервала телефонный звонок. И здесь же она узнала, что с номера которого ей звонили, не номер банка, просто похожий. Мошенники используют единый номер Сбербанка, только отличается несколькими цифрами. Отметим, это лишь часть мошеннических схем. Сегодня преступники используют и телефонные звонки, а также активно работает и через интернет. Преступников сложно раскрыть и поймать, ведь они могут вам звонить из других регионов, используя чужие сим-карты и номера. Поэтому защита и безопасность ваших денежных средств зависит только от вас. Вернемся через короткую паузу, 30 секунд. Смотрите далее, оставайтесь с нами. Золотая осень 2019. Лучшие сельхозпроизводители республики представляют свою продукцию на крупной московской выставке. Легендарному тренеру посвящается. К памятнику Дмитрия Коркина возложили цветы спортивной общественности и участники грядущего большого турнира. Коротко о главном. Обзор новостей Ленского района в завершении выпуска. Якутия-24 – это программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. Лучшие сельхозпроизводители региона представляют свою продукцию на московской выставке «Золотая осень-2019». Она проходит уже в 21 раз. В этот сезон в столицу страны приехали представители 11 якутских предприятий. Подробнее о том, как проходит выставка и какие товары представила Якутия, расскажет подробно наш собственный корреспондент в Москве Максим Кардозу. Агропромышленная выставка «Золотая осень» – это крупнейшее мероприятие подобного рода в нашей стране. И причем сюда приезжают не только со всех регионов России, но и стран ближнего зарубежья. Всего около 1500 предприятий отправили сюда своих представителей. И причем не только показать себя, но и поделиться опытом, узнать о современных технологиях и методах в сельском хозяйстве. И параллельно идет и ярмарка. Тут тоже рекорды настоящие, около 50 участников. В ней заявлено, например, в прошлом году их было меньше 15. Эксперты говорят, такой ажиотаж связан с тем, что в последние годы сельское хозяйство выходит на новый уровень в нашей стране. И это такой ответ импортозамещению, это все благодаря ему. И Якутия тоже отправила сюда предпринимателей, которые представляют нашу экзотическую северную продукцию. Это всего 11 различных компаний. И, конечно же, большой ажиотаж у стенда с олениной и жеребятиной. Давайте послушаем, что говорят сами предприниматели. Из года в год, конечно, в этой выставке участвуем, для себя много приобретаем. Например, 3 года тому назад мы приезжали, здесь один северный регион, у нас, значит, взял сыровяленый продукт, деликатес пиву из оленевого мяса. И в следующем году, когда мы приехали, они произвели то же самое и назвали чипсы по-якутски. У Якутии в этом году большая делегация, это около 100 человек из различных компаний. Также сюда привезли не только продукцию, но и животных. Это якутские лошади и якутские коровы, которые тоже вызывают большой интерес не только своими размерами, но и своими качественными характеристиками. Тоже люди толпятся, хотят узнать больше, интересуются, как они вообще туда доехали. А ехали они 12 часов на машине. Давайте тоже послушаем, что говорят эксперты по этому поводу. Она уникальна, чем она уникальна? Это уникально тем, что она это плод народной селекции. Наши предки, якуты, его испокон веков, как существует народ, как народ, они вот выращивали такой скот, и он сейчас есть такой, который есть. Он имеет большой научный интерес, наука с ним работает. Эта порода якутского скота не подвергается серьезным заболеваниям, которые подвержены заводские породы. Выставка продлится 4 дня. Это не только такая ярмарка тщеславия, ярмарка, где показывают свою продукцию, но и здесь большая, обширная деловая программа. Например, Якутия подписала здесь 3 соглашения с различными регионами, потому что мы готовы делиться опытом, и сельское хозяйство в нашей республике тоже активно развивается в последние годы.
Якутская электронная группа «Уран» номинирована на международную музыкальную премию Jagger Music Awards. Это главная премия для независимых музыкантов из России, Белоруссии и Казахстана. На нее номинирован трек «Паранойя» электронного проекта Айтала Алексеева и Дмитрия Попова. Сюжет Саргаланы Федоровой. В студии царит хаос, но для музыкантов тут порядок. Так же, как и в их музыке. Когда все ясно и понятно, она неинтересна. В их творчестве сочетаются этника, электро и техно. На самом деле это не музыкальная студия, а просто место, где ребята каждый день собираются, чтобы написать музыку и прослушать треки. Молодые люди накладывают звуки народных инструментов, как хамус, кырымпа, на электронные аранжировки. И на выходе получают уникальный атмосферный звук. Экспериментальный инди-проект существует 4-й год. На счету музыкантов несколько мини-альбомов. Помимо выпуска синглов и клипов, они участвуют в организации мультимедийных выставок. Мы специально пишем композиции для художников. У нас весной проходила выставка «Кут» вместе с Киданой Игнатьевой. И недавно прошла выставка Тимофея Степанова, где мы специально написали 3 трека. А вот участие в главной премии для независимых музыкантов – это возможность быть услышанным за пределами России. Трек «Паранойя», несмотря на немного пугающее название, очень атмосферный, позволяет слушателю найти в повседневности ощущение единения с миром. Это наш эксперимент с Ульяной Сергучевой-Кюней на русском языке впервые. Она спела специально для этого трека, набросала текст, вокал. На премии разыграют 10 номинаций. Тема этого года – переосмысление опыта современной независимой культуры. Голосование завершится 11 октября. Поддержать участников можно на сайте конкурса. Там более 2000 участников. Большая цифра, и поэтому конкурируем. И пытаемся сделать так, чтобы нас поддержали наши слушатели. Мы максимально постараемся также дальше удивлять наших слушателей. Сегодня ребята готовят новый мини-альбом, который увидит свет в Англии. Туда войдут 4 трека с якутскими мотивами. В планах заняться музыкальным оформлением компьютерных игр. Саргалана Федорова, Джолустан Накентьев, Якутск. К памятнику легендарного тренера республики Дмитрия Коркина возложили цветы воспитанники училища Олимпийского резерва, спортивной общественности, участники международного турнира. Собравшиеся отметили, что благодаря Дмитрию Коркину во всем мире знают о якутском народе и спорте. Соревнования памяти великого тренера продолжают существовать и быть престижными. Напомним, завтра, 11 октября, в Триумфе стартует первый соревновательный день. Действительно, это, как уже сказали, я сам являюсь заслуженным мастером спорта, участником 2 олимпиад. На одной олимпиаде завоевал бронзовую медаль. Поэтому мне очень приятно находиться здесь. И действительно, он воспитал, это практически, он воспитал многих, не только призеров, но и олимпийских чемпионов. Вот это дорого стоит. И, во-первых, не то, что воспитал олимпийских чемпионов, он зародил это такое зерно. И он доказал, что можно готовить, и здесь ребята готовы, чтобы участвовать в Олимпийских играх. Не просто участвовать, но и завоевывать самые серьезные места, высокие. Ну а жеребьевку участников, которая должна была состояться сегодня, 10 октября, перенесли на утро следующего дня. Она пройдет параллельно со взвешиванием. Такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий, следствием чего стали задержки авиарейсов. Некоторые зарубежные сборные только прилетели. Добавлю, что с 11 по 13 октября телеканалы «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт» покажут в прямом эфире схватки международного турнира памяти Дмитрия Коркина. На этом завершаю выпуск. Далее смотрите обзор новостей и событий Ленского района. Слово коллегам.